ручка, здесь должны стоять парты. Дети здесь будут как бы учиться, сидеть за партами, как я понимаю. И так практически во всех кабинетах. Рабочим осталось только занести мебель, и обновленная школа-интернат будет готова принять своих воспитанников после летних каникул. Коррекционное учреждение, которое функционирует с 2003 года, попало под программу «Модернизация школьных систем образования». Ее реконструкцию начали в мае этого года. В школе уже 20 лет. Вот представьте, за 20 лет первый раз ремонт капитальный. Можете представить, в каком же состоянии стены были. Вот каждый раз косметические. И вот что с стенами происходит? Они просто начали сыпаться. Все эти проблемы уже позади. Подрядная организация «Фейтен», которая занималась прошлыми косметическими преображениями этой школы, задействовала бригаду из 40 строителей. Ремонт они проводили одновременно в 3 корпусах. Большая часть работ сделана. Это, если вы видите, это у нас поставлены новые окна, полы у нас залиты и кафелем везде, лестницы все сделаны, абсолютно батареи везде установлены. Поэтому вот это основные работы, которые сделаны. И плюс побелка, которая у нас во всех кабинетах, во всех классах. Это все сделано уже практически. В учреждении 18 классов. Также есть актовый и спортивный зал, пищеблок, столовая, медкабинеты, библиотека, прачечная и кабинеты для самостоятельной деятельности. Ребятам для качественного обучения и проведения досуга необходим комфорт. У специалистов заранее составлен план работ. Остались сделать работы внешнего фасада, небольшую часть цоколя и работы, связанные со слаботочкой, ее установить пожарную сигнализацию, практически доделать. Ну и завести мебель. Мебель у нас подрядчик оставляет на последнюю стадию работ, потому что, чтобы уже мебель поставить чистые завершенные кабинеты. Коррекционная школа-интернат предназначена для детей с особенностями развития. Здесь обучается около 90 учеников, а вместе с дошколятами более 130. Образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучающихся. Помимо 3 корпусов, здесь есть детский сад и 2 общежития. На все корпуса закуплена новая мебель. Помимо самой необходимой, как парты, интерактивные доски, не забыли также о досуге. Были закуплены и мячи, сетки, табло для спортивного зала. Это все есть в наличии. Для работы пищеблока, для того, чтобы детишки принимали всегда горячую пищу, были закуплены печи, была сделана система вентиляции новая и большой вытяжной шкаф. Поэтому я думаю, что столовая будет работать на высшем уровне. На капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, было выделено 60 миллионов рублей. По этой же программе в регионе на стадии завершения еще 16 школ, для капремонта которых в бюджете предусмотрели более миллиарда рублей. Мадина Цора, Султан Булгучев. Новости 24.